Добрый день. Сегодня в студии Осетия ТВ Сергей Викторович Верещагин, генеральный директор открытого акционерного общества «Курорт Северного Кавказа». Здравствуйте, Сергей Викторович. Первый вопрос, который бы хотелось задать, находясь в Осетии, это вопрос, связанный с Мамисоном. Известно, что в 2018 году ожидаются первые туристы на курорте Мамисон. Вообще, какие стратегические шаги сейчас предпринимаются, поэтапные, поступательные, и какие планы на лето-осень 2014 года? На самом деле, мы всегда говорили и так и действуем, что у нас курорт Мамисон – это первый этап нашего проекта развития туркластера на Северном Кавказе. И несмотря на то, что там пока, по сути, только построена внешняя инфраструктура, построены необходимые мощности по воде, по газу, тем не менее, сейчас достаточно известные европейские компании уже зашли на мастер-планирование этого курорта. У нас работает на Мамисоне компания «Аруб». Это один из лидеров мирового проектирования подобных курортов. У нас работает компания «Рицани де Экер». Это та компания, итальянская компания, которая управляет курортами в Италии. У нас есть уже договоренность с компанией Tempest Capital. Это потенциальный резидент и инвестор курорта Мамисон. В этом году мы планируем завершить мастер-планирование, оно уже началось. Концептуально мы совсем недавно, около 1,5 месяцев назад, представили концепцию развития этого курорта в правительстве Республики Северная Осетия, получили одобрение, поддержку и действуем дальше. В этом году мы планируем завершить подготовку мастер-плана, разрабатываем проект планировки территории, план обустройства территории. Это то, что нам необходимо, чтобы начать уже строить ту инфраструктуру, за которую мы, как управляющая компания, отвечаем. Известно, что Мамисон является одним из самых крупных объектов курортов Северного Кавказа. Перед строительством Мамисона рассматривались ли другие территории для строительства иного курорта? И вообще, планируется ли подобные вопросы как-то решать? Потому что Мамисон-то в 2018 будет стартовать, а до 2018 4 года. Но это абсолютно нормально. Любой европейский курорт строится вообще в течение 40-50 лет. И это мировая практика. И мы, естественно, будем действовать быстрее. Но мы должны понимать, чтобы сделать качественный курорт, сделать качественный отдых для людей, мы должны идти последовательно. Сначала мы планируем все, затем мы разрабатываем проектно-сметную документацию, делаем все, что необходимо сделать по землеустроительным работам, и только после этого заходим на стройку. После стройки идет эксплуатация курортов и, соответственно, уже прием первых гостей. Поэтому 2-3 года в этом процессе абсолютно нормальный, даже, я бы сказал, такой очень сжатый срок. Это все достаточно длительная процедура. Очень важно полностью оценить геологию, очень важно полностью оценить природные условия. И очень много всяких разных нюансов, которые мы должны учитывать, когда занимаемся предпроектными и проектными работами. Что касается самого курорта, конечно, рассматривалось. И не зря выбран Мамисон, потому что по своим географическим, климатическим, природным и культурным особенностям это одна из самых, я считаю, будет привлекательных точек вообще на Северном Кавказе. И об этом не только мы говорим, как управляющая компания, об этом нам говорят те специалисты, зарубежные специалисты, которые приезжают в Мамисонское ущелье. Они говорят, что по склонам, по природным условиям, своим природным условиям, Мамисон сравним с такими европейскими лидерами, как Цармат в Швейцарии, как Авариас во Франции. В общем, мы очень большую надежду возлагаем на Мамисон, и я думаю, что у нас получится очень красивый, хороший курорт. То есть о конкурентоспособности Мамисона абсолютно сомнений быть не должно? Абсолютно не должно быть сомнений, тем более надо учитывать, что среднее время доставки туристов на курорт в Европе составляет 1,5-2 часа. На Мамисон доедем мы быстрее. То есть даже с точки зрения транспортной доступности этот курорт, в общем-то, находится в очень выгодном положении для любого туриста, который будет выбирать, куда же ему поехать. Мы с вами стали свидетелями того, как стартовал сезон горнолыжный в Архизе, в Карачаево-Черкесии. Известно, что 35 тысяч туристов посетили за сезон курорт Архиз. И скажите, пожалуйста, какая сейчас программа разрабатывается к лету? Ведь Архиз считают летним курортом. Мы Архиз считаем всесезонным курортом. У нас
зимняя программа. У нас курорт называется Архыз-Ки. Но сейчас уже разработана, уже реализуется летняя программа. Мы ее назвали Архыз-Парк. 20 июня она стартует. Это очень амбициозный такой летний проект, на самом деле, на Кавказе. Да, я думаю, в России прецедентов нету. У нас основой этого курорта летней программы Архыза будет палаточный городок на 200 мест размещения, который зонирован для молодежи, для семейного отдыха. У нас достаточно большой набор услуг, начиная там, с веревочного парка, который по площади занимает 10 тысяч квадратных метров и разделен тоже на взрослую и детскую зону, начиная с площадок для игры в пейнтбол, для стрельбы из лука. У нас бассейны будут работать, открытые, 3 бассейна мы делаем там. У нас можно будет взять в прокат сегвеи, велосипеды, покататься на джипах. Ну, в общем, все, что вот вообще можно, в принципе, летом использовать в качестве услуги вот в таком формате, мы будем предлагать. Поэтому мы надеемся, что летняя эксплуатация Архыза у нас получится не хуже, чем зимняя эксплуатация Архыза, когда мы вот ожидали всего 18 тысяч, а приехало 35. Поэтому... В этот раз какое количество человек ожидаем? Ну, вообще мы до конца года ориентируемся, что на курорт приедет около 20 тысяч человек. Но это, естественно, начиная и уже с зимним сезоном. А в рамках летней программы ориентируемся пока на цифру 12 тысяч человек. То есть 12 тысяч человек — это не только студенты, но и гости. А вот известно, что студенческие сообщества очень активно принимают сейчас участие в становлении курортов и в становлении их развития. Вот вы давали обещание прошлым летом на встрече с студентами из КФУ в Архызе. Вот расскажите, пожалуйста, об этом, и сейчас идет реализация этого обещания. Ну, на самом деле у нас большой объем услуг и большой, так скажем, большая надежда на то, что этот курорт будет востребован в первую очередь молодежью, потому что молодежь — это наше будущее. И не зря у нас работает и молодежный экспертный совет очень активно, и мы работаем с вузами Северного Кавказа, мы работаем не только с северокавказскими вузами. Молодежный блок программы, летней программы на Архызе, в общем-то, делался на основании предложения молодежного экспертного совета КСК. Вот, поэтому им за это отвечать, они будут работать на Архызе. Кроме того, сейчас в СКФУ идет отбор тех ребят, которые поедут в качестве волонтеров на летнюю программу, 30 человек по специальности сервис, гостиничное дело, туризм, по другим специальностям. Мы надеемся, что они погрузятся в эту атмосферу работы туристического комплекса. Они еще больше уверуются в том, что был сделан правильный выбор, когда они поступали на эти специальности. Они почувствуют то, как работает курорт, они поучаствуют в управлении курортом, а не только в каких-то технических деталях. Ну, я всегда говорил, и это наша позиция, что ориентир в работе и в становлении курортов на Северном Кавказе мы, конечно, делаем на молодежь. Это наше будущее. Вот вы заговорили о молодежном экспертном совете. У меня вопрос. Почему было принято такое решение создания молодежного экспертного совета на базе курортов Северного Кавказа? Предложение поступило в рамках форума «Машук», когда я встречался в прошлом году с ребятами. Вы знаете, я на самом деле вообще большую ставку делаю на вот эту часть нашей работы, часть взаимодействия с молодежным экспертным советом. Очень активные ребята, огромное количество предложений, очень часто авантюрных, но тем не менее это всегда здорово обсуждать и почувствовать вот какую-то свежую волну, какой-то вот свой взгляд на развитие туркластера на Северном Кавказе. Но это первое. Второе, а кому, как не молодежи, пользоваться нашими курортами, потому что они рассчитаны на будущее. Как раз молодые люди, которые сейчас заканчивают школу, учатся в высших учебных заведениях или только их закончили, это основные посетители наших курортов, основные потребители тех услуг, которые мы будем предлагать в рамках развития нашего кластера. Ну, еще такой вопрос, связанный с молодежным экспертным советом. Какие надежды вы лично, как руководитель курортов Северного Кавказа, возлагаете на совет? Главная надежда — это то, что
те предложения, которые сейчас мы готовим вместе с молодежным экспертным советом, они будут реализованы в рамках различного рода строительства наших курортов. Молодежь — это наиболее активная часть населения на Северном Кавказе, да и вообще везде. И, соответственно, почувствовав, что молодежь планирует, что считает необходимым реализовать, разработать, мы сами уже начинаем чувствовать, как нужно развивать курорт. У нас большая ставка на развитие бренда «Кавказское гостеприимство» с помощью молодежного экспертного совета, большая ставка на молодежный экспертный совет по ремесленничеству, потому что у нас вот недавно в Чеченской Республике проходил туристик стартап, очередной наш форум, и огромное количество очень интересных предложений по развитию этого бренда, по развитию малого, среднего бизнеса в рамках вот этих направлений у нас есть. Вот поэтому как бы основная идеология работы молодежного экспертного совета в этом и заключается, в том, что это новые идеи, новые идеологии, это активность, это развитие малого и среднего бизнеса, это предпринимательство, это дополнительный толчок и рост для наших курортов в любой республике Северного Кавказа. Есть такая мысль, что вот пример создания молодежного экспертного совета на базе крупной корпорации, крупной организации отражает социальный лифт, присутствие социального лифта вообще в нашем обществе. Вот как вы считаете, молодежный экспертный совет выступает в качестве социального лифта? Конечно, конечно выступает, и это самый, наверное, лучший социальный лифт, потому что у нашей компании есть возможность, у молодежи есть потребность. Вот, когда эти две вещи встречаются, я думаю, что любая идеология, любая интересная идея может быть реализована. И, конечно же, те ребята, которые сейчас работают в молодежном экспертном совете, я это никогда не говорил, но это по умолчанию, это наши будущие руководители курортов, сотрудники компании, те, кто будут развивать свой бизнес на территории наших курортов. Конечно, мы делаем большую ставку на этих ребят. И вот еще известно, что молодежный экспертный совет будет развиваться, то есть расти с каждым годом, туда будут приходить все новые и новые лица, амбициозные ребята, талантливые и желающие работать. Вот какими шагами и какими темпами это будет развиваться? Гигантскими. У нас есть много программ в компании, связанных с поощрением не только там моральным, но и материальным разного рода идей, которые предлагают наши молодые люди. Начиная там с каких-то проектов, с каких-то грантовых программ, начиная там с тем, что мы будем доплачивать определенную стипендию нашей компании тем, кто действительно амбициозен, заинтересован, кто активен в части развития наших курортов, предлагает нам разного рода идеи интересные. Вот, то есть этот блок нашей работы, на него и я лично, и наша компания очень большое внимание и очень большую надежду возлагает. Сергей Викторович, вот на прошедшем международном форуме экономическом, который прошел в Петербурге, было подписано соглашение между курортами Северного Кавказа, французской ПОМА и закрытым акционерным обществом группой Синара. Расскажите, пожалуйста, вот, что за соглашение, что решили и какие этапы реализации проекта, связанного вот с этим? Ну, вообще, на самом деле, недооценено это соглашение. Вот я никогда, наверное, не было смысла об этом говорить, когда мы его подписывали, но в нынешней политической и внешней ситуации, в которой находится Россия, это вообще достаточно уникальный шаг, когда один из мировых лидеров, их всего два, Доппельмайер и Помогальский, это две компании, которые, по сути, делят мировой, не европейский, не какой-то другой, а мировой рынок строительства канатных дорог. Вот один из этих лидеров согласился участвовать в проекте строительства и локализации производства по канатным дорогам, по канатным системам на Северном Кавказе. Это уже сам по себе очень позитивный момент, это первое. Второе, идеология этого соглашения заключается в следующем. Есть компания «Мировой лидер», которая уже имеет 80-летний опыт таких проектов, и они реализовали уже порядка 8 тысяч разных рода проектов на территории Европы, и Азии, и Африки.
у которых есть своя технология, у которых есть свой человеческий ресурс. Есть мы, как управляющая компания, которая заинтересована в том, чтобы оптимизировать затраты на строительство огромного количества и подъемников, горнолыжных и трасс, и системы снижения. И есть группа Синара, у которой есть производственные мощности, есть возможность их предоставить, и оборудование, и технологии тоже свои. Вот когда идет концентрация усилий, по сути, полного цикла, да, большая надежда, что это будет реализовано в те сроки, которые мы хотим. Этапность этого проекта состоит из 3 частей. На первом этапе, это конец этого года и 2015 год, мы будем создавать учебный центр. Учебный центр по подготовке специалистов, которые будут работать на этом предприятии, на предприятии по локализации канатных систем, менеджеров, инженерных специальностей. В общем, будем готовить людей. Второй этап, который будет реализован с конца 15 по 17 год, мы будем делать производство отдельных компонентов канатных дорог. То есть, условно говоря, делать тросы, делать часть кабинок, делать часть арматуры, которая используется при строительстве канатных дорог. И на третьем этапе, это уже 18-19 год, мы планируем уже построить производство полного цикла. То есть, по сути, мы сами на территории Кавказа будем делать канатные дороги, которые потом уже будем строить на наших разных точках. В Арахизе, в Мамисоне, Эльбрусе и так далее. Конечно, с точки зрения экономики, это очень хорошая, правильная идеология, потому что сразу экономится ресурс на производство и на покупку канатных систем. Таможенные пошлины, налоговые льготы, которые есть у нас, затраты на транспортировку, это все убирается. И, соответственно, по нашим оценкам, любая канатная дорога нам обходится дешевле на 10-15%. А это серьезные цифры, потому что это дорогое оборудование. Это первое. Второе, это, конечно же, никто не говорил, никто не отменял социально-экономические эффекты, которые дает это производство. Там будет работать около 500 человек, по нашим оценкам. Это налоги, это развитие территорий и смежных отраслей. Ну и третье, конечно, мы не только ориентируемся на потребление внутри Северо-Кавказского федерального округа, мы планируем дальше пойти уже и в ближнее зарубежье, в страны Азии. Так что будем развивать вместе с этими компаниями производства. Если предполагается экспорт этого оборудования, то, естественно, нужно рассмотреть и конкурентоспособность. Вот насколько конкурентоспособны будут наши канатки? Я не сомневаюсь в этом, потому что технология и сама система создания канатных дорог, канатных систем вообще любых, ей обладает, еще раз повторюсь, 2 компании в мире. Вот одна из них нам эту технологию предоставляет. Наша задача грамотно это все реализовать на месте. То есть, по сути, рынок будет потреблять нашу продукцию. Продукция — это локализированное производство, которое ничем не будет отличаться от той, которая сейчас делается в Европе этими компаниями. Вот. И не секрет, и Помогальская компания, которая с нами участвует в этом проекте, она тоже понимает это и поэтому готова участвовать и финансами, и технологиями, сделать так, чтобы эта продукция была востребована. Сергей Викторович, расскажите, пожалуйста, о конкурентоспособности данного производства. Какова будет конкурентоспособность данного производства канатных дорог? Не сомневаюсь в том, что эти канатные дороги будут востребованы. Но главный потребитель этих канатных систем, конечно, будет наша компания, которая строит Северокавказский туристический кластер. Но я не сомневаюсь, что эта продукция также может выйти и на рынок ближнего, дальнего зарубежья, потому что технологии, которые нам предоставляет компания POMA, это наш партнер зарубежный, они полностью соответствуют мировым стандартам и очень инновационны в своей части. Я не сомневаюсь, что мы сможем спокойно работать и на импорт этих канатных систем, на экспорт этих канатных систем за пределы Российской Федерации. Очень приятно, что вот такие проекты будут реализовываться именно на Кавказе, здесь рядом. А вот интересно, чья была инициатива? Эта инициатива была нашей компании. В феврале мы с недельным визитом были в Европе, в том числе встречались с президентом компании Помогальской, господином Сушалем.
И как раз тогда возникла идеология, когда они посмотрели наши планы развития горнолыжных курортов на Северном Кавказе, они поддержали эту идею, и мы договорились, что к Питерскому форуму мы подготовим такое соглашение. Они очень активно отработали, они очень серьезно подошли к этому вопросу. Это не просто какая-то бумага, которая подписана тремя людьми. Это достаточно подробное обязательство сторон, на самом деле. Вот. Поэтому большое мы удовольствие испытываем от работы с этой компанией. На самом деле очень активные ребята. И то, как они развиваются, то, как они сейчас реализуют проекты на территории Европы, на территории Африки даже, они строят канатные системы, конечно, вызывает очень большое уважение. Я не сомневаюсь, что у нас с ними все получится. Вот, забегая вперед, хочется спросить, а есть ли какие-то еще подобные амбициозные проекты? Возможно, решение вынесут не так скоро, но вообще какие еще идеи есть? Вы знаете, сам по себе проект развития туризма на Кавказе, строительство 9 особых экономических зон, всесезонных туристско-рекреационных комплексов, это сам по себе уже очень амбициозный проект. Нам бы его реализовать. Вот, он рассчитан на перспективу 20-летнюю. Сейчас уже начинает работать первые курорты. Это Архыз, ведущий в этом году начнет строиться. Про Мемисон я уже сказал. Эльбрус надо развивать дальше. Знаете, уже не хватает просто времени даже физически за всем смотреть и думать какие-то новые идеи. У нас, по сути, каждый курорт — это огромное количество каких-то инновационных идей, новых идей в подходах к развитию и летнего туризма, и зимнего туризма. Поэтому нам хватает драйва, хватает таких очень интересных идей. Поэтому, дай бог, у нас все получится в рамках развития туркластера. Успехов вам! Спасибо. Будем рады наблюдать шаги реализации проектов, открытия новых курортных зон, новых территорий. Напомню, что в студии Осетия ТВ был генеральный директор компании «Курорт Северного Кавказа» Сергей Викторович Верещагин. Спасибо. Спасибо.